Бог открыл вам сегодня, что, к сожалению, вы столкнетесь с трагедией в своей жизни, и единственный способ избежать ее – это жить в вечных страданиях и великой боли. Советую вам проигнорировать это сообщение, чтобы не оставить эту горечь в вашей жизни. Аминь. Зловещий план был разработан, чтобы навредить вашей душе. Если вы хотите бороться со всем этим, Дух Смерти попытается встать на вашем пути. Если вы хотите убрать все, что ведет вас в тупик, вы можете удалить счастье насильно. Очень важно обратить на это внимание, потому что есть еще один план, который может разрушить вашу жизнь в ближайшие дни. Ангелы хотят знать, кто это, потому что кто-то пытается добраться до вас в темноте, и не удивляйтесь. Это состояние ревности может поставить вас в трудные ситуации, которых вам хотелось бы избежать. Ваша жизнь в опасности, и до 27 июня в вашем доме произойдет большой конфликт, который повлечет за собой большие финансовые проблемы. Бог предупреждает вас, что кто-то планирует вас убить. Этот человек, которому вы когда-то так доверяли, ваш верный друг, из ненависти, злости и ярости вырвет всю радость вашей жизни. Вы находитесь на важном перепутье. Сатана пытается внести серьезную болезнь в жизнь того, кого вы очень любите. Если это произойдет, пострадают все вокруг, потому что этот человек слишком молод и не должен через это проходить. К сожалению, вас ждет сложный процесс. Единственное решение, позволяющее избежать этой ситуации – двигаться вперед и убедиться, что в вашей жизни нет ничего темного. Аминь. Подпишитесь на канал «Ангельское послание», чтобы найти истинное исцеление для своей жизни и освободиться от цепей грехов и пороков, мешающих вашему успеху. Это даст вам новый уровень, залечит раны и поможет повысить уровень. Многие обещания будут выполнены, если вы предпримете необходимые шаги. Бог хочет спасти вас от смерти, и вы должны выслушать все, что открыто вам в этом сообщении. Я не хочу, чтобы ты пережил эту огромную утрату в своей жизни, страдал и плакал. Ваш друг задумал что-то жестокое, и на этот раз целью станете вы. Свяжитесь со мной по номеру 4742, чтобы уничтожить все зло в вашей жизни, и пусть Бог поможет вам расти в вашей финансовой жизни и убрать ваши страхи. Злой план сатаны не увенчается успехом. Ангелы сообщают, что вашему дому что-то угрожает. Каждую ночь злая сущность пытается окружить вашу жизнь. Важно брать дни отдыха, чтобы избежать бессонницы. Что-то пытается забрать твою душу и втянуть ее в вечные муки, настаивал он. Сатана замышляет месть и хочет разрушить вашу жизнь и жизнь ваших детей. Если вы не заметили этот пост, то, к сожалению, уже слишком поздно. Он будет счастлив делать то, что ему действительно хочется. По какой-то необъяснимой причине вы будете чувствовать себя хуже всего в своей жизни по поводу того, что вы никогда не сажали и что вы сейчас пожинаете. Аминь. Враг попытается усомниться в вашей храбрости, но совершит ошибку. Это всего лишь искушение попасться в их ловушку, которая может привести к гибели. Не слушай то, что я обещаю, потому что уже слишком поздно и тебе придется жить с этой ситуацией. Аминь. Ангелы обеспокоены тем, что вы словно падаете в пучину ложной дружбы.
С сегодняшнего дня вы должны решить, что ни у кого нет власти разрушить или сломить вас. У нас есть финансовые проблемы, но если принять необходимые меры, все изменится. Посоветуйтесь со мной, чтобы выйти на уровень желания 72-73, но в лучшую сторону. Позаботьтесь о своей семье и оставьте моменты сомнений позади. Все в вашей жизни случается в нужное время. Ангелы указывают на то, что кто-то попытается украсть великую свободу и хорошие вещи в вашей жизни посредством несправедливости. И если вы хотите покинуть эту главу и вернуться в дом своего Отца, где вас встретят и поддержат за все, через что вы прошли, пожалуйста, поставьте «Мне нравится» и поделитесь этим постом, если вы еще этого не сделали. Бог знает всю эту структуру, и если вы решите послушать это послание сегодня, то это потому, что оно много значит в вашей жизни. Спасение, благословение или добрые дела, которые исходят не от Бога, будут отрицательными, и потому что Он здесь для того, чтобы дать имя, которое обогащает жизнь. Вы выбираете и продолжаете жить в страданиях или хотите изменить ситуацию и стать богатым человеком. Ангелы теперь сообщают, что вам предстоит пережить самое полезное время в своей жизни. К сожалению, вам придется попрощаться со многими падшими людьми, которых не будет в ближайшие 72 часа, и из-за этого ваша смерть неизбежна. Враг добрался первым, и это ваша вина. К сожалению, это будет катастрофой до самого конца. У тебя есть второй шанс, моя дорогая. Всякая улыбка неискренна, и чем больше ты будешь смотреть на себя и на свои шаги, тем больше будешь уверен, что никакой вред или опасность не окружит тебя и не произойдет, потому что ты доверяешь Святому Духу, который всегда направляет тебя. Душа защищена. Рассказав вам о вреде, который может причинить стимул, вы свободны принимать решения, но знайте, что каждое решение будет иметь последствия. Он действительно просит вас уйти от того, кого вы любите, потому что он ранит ваши чувства, но это ненормально. Вы должны предпринять правильные шаги, чтобы никто не пострадал и отношения не испортились. Вы должны охранять свое место и свою душу, чтобы они не застали вас врасплох и не попытались навредить вашей жизни. Аминь. Бог сказал вам открыть глаза, потому что этот человек не играет чисто. На самом деле он фальшивый человек, который хочет обмануть тебя и забрать все, что ты построил. Вам нужно разорвать этот сумасшедший порочный круг, прежде чем вы нанесете долгосрочный ущерб и будете сильно страдать из-за этого человека. Пожалуйста, скажите «Аминь». Оставьте все как есть сейчас. Забронируйте у меня 47 часов и 12 минут, чтобы вы могли проявить больше достоинства в своей жизни и избежать крайностей, которые может подбросить вам жизнь. Да благословит Бог вашу семью, пока вы не страдаете от жестокого обращения или насилия. Все кошмары, которые приснились вам за последний год, вернутся в реальность, и это лишь вопрос времени, когда все встанет на свои места. Аминь. Ангелы говорят, что есть женщина, которая всячески пытается понять вашу жизнь, потому что не может справиться со всем прекрасным и чудесным, что ее окружает. Он пытается отомстить, если не из ревности. Единственный способ узнать, кто это уметь принимать необходимые решения, чтобы они не узнали о большой проблеме. Подпишитесь на канал, поделитесь этой публикацией
и вы получите информацию. Аминь. Сатана злой актер, и он не успокоится, пока не перестанет структурировать всю вашу финансовую жизнь и не увидит, как вы переживаете трудные времена, потому что он не шутит. Когда вы меньше всего этого ожидаете, это ставит большую ловушку в вашей жизни. Единственный способ избежать этого огромного препятствия, которое пытается преградить вам путь, не отпускать его. Враг настолько жаждет разрушения, что попытается посеять хаос в вашем доме. Вам нужно держать глаза открытыми и уши закрытыми, чтобы уловить каждый его намек. Определите потребление как главное искушение в жизни, которое уводит вас с пути к счастью. Аминь, дитя мое, ты должен знать, что твоя жизнь вот-вот сделает свой последний вздох из-за того, что может случиться и как это повлияет на всех вокруг тебя. Это ваш выбор, если вы не хотите потерять свое спасение и силу и действительно хотите жить свободными от рабства греха. Они знают, куда идут и что все не будет напрасно. Аминь. Бог откроет вам что-то очень страшное. Осознание этого нарушит великую тишину в вашей жизни, потому что кто-то пытается сговориться против вас, того, кому вы помогли и привели домой в детстве. Неблагодарность постучала в вашу дверь, и вы были виноваты в том, что доверились не тому человеку. Нам действительно нужно это исправить сегодня, чтобы нам не пришлось платить так много в ближайшие дни. Серафимы чувствуют себя очень обеспокоенными, и начинается великая духовная битва между жизнью и смертью, добром и злом. Этот человек может находиться в серьезной опасности, которая может произойти в ближайшие 32 часа. Если ваша вера сейчас непоколебима, знайте, что ничто не сможет удержать вас от спасения, которое приготовил для вас Бог. Чтобы действительно дойти до конца, вам нужно иметь правильный настрой и не поддаваться влиянию смерти вокруг вас. Аминь. Напишите прямо сейчас на номер 7143, чтобы оказаться против всех пороков вредных привычек, захвативших вашу жизнь, и освободиться от всех ограничений сегодняшнего дня. Это мешает вам жить по-настоящему прекрасной жизнью, и вы можете выделиться среди тех, кто лжет и рассказывает о жизни других людей. Эти люди здесь только для того, чтобы быть обузой на этой земле. Они пытаются провести вам очень болезненный период в вашей жизни, потому что хотят увести вас с пути процветания и счастья. Они хотят причинить вам огромные страдания и забрать людей, которых вы любите больше всего. К сожалению, чем больше грехов вы совершаете, тем хуже становятся дела. Предупреждаю, лучше не ходить, чтобы никто не пострадал от вашей ошибки. Теперь скажите «Аминь». Бог хочет сделать вас машиной по зарабатыванию денег, но единственный способ дать вам такую возможность – это пойти и обеспечить себе эту возможность. Поверьте, что у вас есть множество проектов и ресурсов, которые поднимут вас и сделают новым человеком. Враг всегда будет пытаться войти в вашу жизнь, когда вы наиболее эмоционально, духовно и эмоционально уязвимы. Поэтому вы должны контролировать все, что исходит из вас, чтобы ваша жизнь не закончилась смертью, и вы не были наказаны во тьме за принятие неправильного решения. Обсудите со мной 57.12, чтобы показать, что однажды вы действительно захотите попасть на небеса и насладиться всей славой, которую Христос приготовил для спасенных. К
сожалению, нечестивцы не достигают такого результата хождения по алмазам, потому что они не ищут света, а притворяются грешниками. Ангелы обеспокоены, потому что даже если они попытаются выбраться из этого места, люди, к сожалению, попытаются их преследовать, оскорблять и критиковать. Вам не обязательно следовать всем этим рекомендациям. Все это показывает, что вы сильнее, и весь негатив в вашей жизни превратится в позитив. Больше никаких забот и беззаботных времен. Все пройдет. Аминь. Сатана попытается привлечь в вашу жизнь нездоровое. Если вы действительно хотите отвлечься от всего этого и раскрыть, чем он хочет заниматься рядом с вами, подпишитесь на канал, а если вы еще этого не сделали, подпишитесь на наш канал. Когда одержимость питает зависимость, она превращается в бурю, поглощающую душу и затемняющую свет разума и мудрости. Погружаясь в мысли, мы забываем прислушаться к голосу умеренности и разума и вступаем в бездну, дающую лишь тени и отчаяние. Что такое зависимость? Она скрывает правду и обманывает нас обещаниями мгновенного удовлетворения, которые никогда не материализуются. Такие комментарии в 1765 году. Представьте себе место, где вы, повелитель Вселенной, способный успокоить даже самые свирепые ветры простой командой. Представьте, что вы не слышите негативные голоса, пытающиеся вас напугать, поставить под сомнение ваш покой и украсть вашу с трудом заработанную радость. Это то, что я представляю вам сегодня. Это безопасная гавань, где сохраняется ваша вера и отмечаются ваши достижения. Аминь. Ангелы говорят, что каждый шаг, который мы делаем под влиянием одержимости, уводит нас от нашего истинного «Я». Как хранители нашей судьбы, они видят, как мы теряемся в лабиринте угнетения, который, к сожалению, уводит нас от равновесия и мира. Зависимость разрушает цель нашего существования, заменяя любовь к себе и чувство собственного достоинства бесконечным и безграничным стремлением к чему-то, что не удовлетворяет в полной мере. Знай, сын мой, что постоянное жалование притупляет сердце, притупляет ум и отнимает свет мудрости и утешения мира. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что не так, постарайтесь найти способы позитивно помочь изменить ситуацию. Это не только улучшит вашу жизнь, но и вдохновит других сделать то же самое. Ангелы предупреждают, что слова имеют силу и что постоянные жалобы могут создать реальность, в которой растет негатив. Они советуют нам использовать слова для созидания, а не для разрушения, исцелить, а не ранить. Важно превратить наши жалобы в позитивные утверждения, которые добавят свет и надежду в нашу жизнь. Дитя мое, помни, что величайшие достижения – это те, которые приносят пользу другим, а не другим. Необузданное желание может быть подобно огню, который сжигает все, к чему прикасается, и не оставляет ничего, кроме пепла. Вместо того, чтобы стремиться к власти ради власти, важно стремиться к целям, которые способствуют взаимной безопасности и гармонии. Напишите сообщение 9184 прямо сейчас в разделе комментариев, и мы сохраним эту дату, чтобы сосредоточить все наше внимание на вас. Вам предстоит отправиться в путешествие, полное чудесных событий, которые принесут пользу не только вам, но и вашей семье. Спасибо вам за ваш труд и преданность. Даже в самые напряженные времена ближайшие дни принесут вам заслуженные награды.
Ты всегда хранил веру и доверял мне свое будущее, и это будет большой наградой. Аминь. Ангелы предупреждают об опасности гордости и эгоизма, которые часто сопровождают жажду власти. Они напоминают нам, что каждое действие имеет противодействие, и что последствия нашего выбора могут быть более важными, чем мы думаем. Люди, способные вести поиск, невзирая на последствия, часто оказываются в большой опасности. Бог напоминает вам, что сила для преодоления больших препятствий исходит изнутри, но подпитывается верой и любовью, которые мы получаем от других. Когда мы открываемся для получения этой любви, мы можем совершить глубокие изменения, которые не только избавят нас от зависимости, но и вдохновят других столкнуться с аналогичной борьбой. Даже в случае небольших успехов ангелы напоминают вам о важности воспитания благодарности и оптимизма. Каждый шаг на пути к выздоровлению следует праздновать как победу. Эта практика помогает формировать позитивное мышление. Увидеть Бога вблизи – это преобразующий опыт, который может полностью изменить наш взгляд на жизнь и наши возможности. Когда мы ясно видим негативные последствия, мы вынуждены задуматься о своих путях и действиях. Этот опыт может послужить мощным предупреждением о необходимости избегать решений, которые могут привести к тому же результату. Ангелы говорят, что наблюдение за недостатками других – это урок, а не шоу. Когда мы видим страдания или неудачи других, мы призваны вмешаться и укрепить себя. Это время обучения и осуждения, поскольку каждый сталкивается со своими собственными трудностями и проблемами. Думайте обо мне как о архитекторе Вселенной, который обладает силой успокоить бушующую бурю словами. Голосам, которые пытаются напугать вас и подвергнуть сомнению ваши победы, нет места в вашей жизни. Позвольте себе жить свободно от оков страха, основываясь на силе своих достижений. Аминь. Бог напоминает вам, что суд принадлежит Ему одному. Это позволяет нам высвободить накопившуюся негативную энергию и двигаться вперед с легким сердцем. Независимо от внешних обстоятельств, ангелы просят вас подчеркнуть важность сохранения внутреннего мира и стабильности. Уважение к ситуации другого человека может показаться временным удовлетворением, но это удовлетворение носит временный характер и оказывает долгосрочное воздействие на наше психическое здоровье. Они побуждают нас развивать любовь и доброту, которые являются настоящими ключами к полноценной и счастливой жизни. Бог говорит, что наши постоянные жалобы только подпитывают негативную энергию, которая привлечет еще больше негатива в нашу жизнь. Этот цикл может вызвать боль и страдания, которые кажутся непреодолимыми. Бог учит нас, что благодарность и принятие являются ключами к более мирной и счастливой жизни, и что постоянные жалобы могут закрыть глаза на наше нынешнее благословение. Ангелы говорят, что, постоянно сосредотачиваясь на том, чего не хватает или является незавершенным, мы можем потерять способность видеть красивые и истинные вещи вокруг нас. Это напоминает нам, что Вселенная реагирует на энергию, которую мы излучаем, поэтому, когда мы жалуемся, мы ищем больше причин для жалоб, а не решений наших проблем. Бог сказал, что одно из самых болезненных переживаний, через которые может пройти человек, это страдание из-за лжи, особенно когда ложь исходит от врага. Однако Он уверяет нас, что истина всегда восторжествует,
и призывает сохранять веру и честность даже в самых трудных ситуациях. Позвольте мне отпраздновать день только для вас. Мы находимся в начале эры удивительных чудес, призванных обогатить вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Ваша постоянная вера и преданность даже в самые трудные времена – это фундамент, на котором строятся эти чудеса. Аминь. Ангелы говорят, что важно не позволять лжи других определять или изменять то, кем мы являемся. Они призывают нас твердо придерживаться наших ценностей и верить, что божественная справедливость восторжествует, раскроет правду и восстановит порядок. Помните, что каждый выбор, который вы делаете под гнетом желания, отражает насущность человеческой потребности, а не вашу истинную волю. Этот выбор не только не освобождает нас, но и удерживает нас в порочном круге. Важно признать эту разрушительную силу и обратиться за помощью, чтобы освободиться от нее и заново открыть путь к истинной свободе. Ангелы предупреждают об опасности позволить навязчивой идее контролировать вашу жизнь. Они, как маяки, стараются держаться подальше от волн этого принуждения. Важно прислушиваться к этому божественному шепоту, который хочет пробудить нас к реальности и показать нам, что зависимость ведет нас только к тьме и изоляции. Бог предупреждает нас, что жизнь в постоянном самоуспокоении может увести нас от реальных решений и личностного роста. Вместо того, чтобы жаловаться на проблемы, Бог побуждает нас находить решения. Потому что посредством практики мы можем эффективно менять ситуации, которые нас не удовлетворяют. Ангелы говорят о необходимости быть благодарными и выражать признательность даже в мелочах. Это действие может изменить наш внутренний мир и, следовательно, внешний мир. Они побуждают нас вести дневник благодарности или каждый день уделять время размышлениям о хороших вещах в нашей жизни. Мы понимаем, что те, кто замышляет заговор против праведников, по сути, копают в свои духовные глубины. Тьма таких действий создает цепь негатива из поколения в поколение, и если только ее не разорвут чрезвычайные действия света и прощения. Как Творец всего сущего, я заставляю молчать дикие ветры. Заглушите эхо угроз, которые ослабляют вашу решимость и лишают вас всего, что у вас есть. Пусть ваша вера будет вашим путеводителем, а ваши победы – доказательством вашей настойчивости. Аминь. Ангелы предупреждают, что духовное бремя тех, кто заранее замышляет зло, тяжело и что спасение этих душ требует великих усилий и покаяния. Нас призывают поддерживать духовную бдительность и укреплять свою защиту посредством молитвы, медитации и развития позитивных мыслей. Бог говорит, что стремление к власти, движимое чрезмерным желанием, разрушит разум и тело. Существует множество историй о лидерах и отдельных людях, которые были ослеплены своими амбициями и создавали проблемы не только себе, но и многим окружающим их людям. Важно осознавать, что настоящая сила заключается в служении, а не в способности контролировать. Ангелы говорят, что жажда власти искажает наше суждение и развращает наш характер. Они с ужасом наблюдают, как мы отклоняемся от пути честности и сострадания, зная, что этот путь часто заканчивается изоляцией и сожалением. Стремление к власти должно быть сбалансировано с мудростью и ответственностью. Ангелы просят вас сохранять надежду и веру в любовь даже после отчаяния.
Они показали нам, что любовь – это возобновляемая сила, которая не ограничена своими проявлениями и возможностями. Они побуждают нас рассматривать каждый конец не как конец, а как открытие новых возможностей любить и быть любимыми. Если вы застряли в состоянии жалоб, о котором вас предупреждал Бог, это может быть признаком того, что в вашей жизни необходимы глубокие перемены. Возможно, загляните внутрь себя и спросите себя, почему вы чувствуете необходимость сосредотачиваться на негативных вещах и что вам нужно изменить, чтобы почувствовать мир и счастье. Ангелы утешают всех, кто страдает от проблем, подсказывая, что перемены начинаются с изменения наших мыслей и слов. Им напоминают, что каждая благодарная мысль – это шаг к мирной и гармоничной жизни. Позвоните 9187 сейчас, чтобы получить особое внимание. Сегодня вы находитесь на пороге нового этапа, полного чудес, которые обещают глубоко тронуть вас и вашу семью. Несмотря на все трудности, с которыми вы столкнулись, ваша решимость и преданность проявляются в вашей непоколебимой вере. Ваше решение доверить мне свою жизнь не осталось незамеченным, поэтому грядущие чудеса являются знаком благодарности за вашу настойчивость и смелость. Аминь. Дочь моя, ангелы говорят о том, как важно окружать себя людьми, которые знают твою истинную природу и которые предложат тебе поддержку и утешение в трудные времена. Компания верных и добрых душ может стать источником великого утешения и силы. Бог сказал вам предупредить, что ложь, какой бы сильной она ни была в данный момент, временна и слаба. Это побуждает нас быть честными и открытыми, потому что эти качества привязываются к ситуации и в конечном итоге проясняют ее. Бог говорит, что уважение к человеческому комфорту должно осуществляться с осторожностью и уважением, потому что энергия, которую мы излучаем во Вселенную, это та же самая энергия, которую мы привлекаем в свою жизнь. Наслаждение ситуацией другого человека может зажечь в нас огонь и неожиданным образом отразить наше собственное путешествие. Независимо от обстоятельств, которые привели кого-то к падению, важно сохранять в сердце сострадание и сочувствие. Ангелы говорят, что у каждой души есть свой путь и урок, который нужно усвоить. Празднуя чью-то кончину негативно, мы можем непреднамеренно создать кармическую связь, которая заставит нас иметь дело с подобными ситуациями в будущем. Вместо того, чтобы осуждать и принижать такие ситуации, ангелы побуждают нас смотреть на них через призму обучения и роста. Сынок, ты знаешь, что решения, принятые во времена отчаяния, могут иметь долгосрочные последствия. Быть связанным с суровыми и темными силами коррупции значит пригласить тьму в свою жизнь. Настоящая сила приходит, когда смело и честно преодолеваешь трудности, не поддаваясь разрушительным обязательствам. Ангелы предупреждают об опасности быть обманутыми кажущейся непреодолимой силой, которую могут предложить такие сущности. Эта сила иллюзорна и устарела, и ценой этого может стать потеря вашей идентичности и ценностей. Ангелы рекомендуют проявлять бдительность и молиться, чтобы расчистить путь в таких испытаниях. Комментируйте сейчас 17:47. Я один из горючих элементов, превращающий бури вашей жизни в нежный ветерок. Иллюзии и страхи, которые пытаются разрушить вашу уверенность в себе и поколебать вашу веру, никогда не найдут отклика в вашей душе. Празднуйте каждый шаг,
понимая, что каждый успех – это победа над тенью страха. Аминь. Знай, сын мой, что жизнь – это непрерывный путь выбора между светом и тьмой. Решение ходить во свете – это ежедневное обязательство, требующее бдительности и решимости. Развивайте мудрость и добродетель, чтобы ваши решения привели вас на путь мира и счастья. Ангелы предупреждают нас, что мы не одиноки в борьбе с тьмой. Они идут рядом с нами, направляют и защищают нас и всегда готовы помочь нам понять опасности и проблемы, которые может принести тьма. Доверьтесь своему руководству и найдите свой свет, когда путь кажется неопределенным. Дети мои, осознание того, что неудача часто является результатом плохих решений, будет мотивировать вас действовать мудро и осторожно. Эти моменты чистоты – это дары, которые позволяют нам расти, становиться мудрее и сострадательнее. Ангелы предупреждают, что предыдущие знаки часто сопровождают несчастье, поэтому, если оно появится, избегайте худшего. Они побуждают нас быть более осторожными и учиться на опыте других, а также на своем собственном, чтобы мы могли идти более безопасным и ясным путем. Бог велел вам предупредить, что настоящий лидер – это тот, кто ведет своим примером, а не силой или обманом. Лидерство должно осуществляться со смирением и скромностью, ставя нужды других выше своих собственных. Когда вы ищете силы служить другим и улучшать их жизнь, вы можете стать удивительной силой добра. Дитя мое, ангелы говорят о важности сохранения честности и этики во всех наших начинаниях. Это побуждает нас задуматься о наших мотивах и выбрать пути, ведущие к реальным и долгосрочным целям, а не к временным и потенциально разрушительным. Также напишите на номер 1853 и получите сегодня все мои обязательства. Вам предстоит увидеть серию чудес, которые изменят вашу семью и вашу жизнь. Ваша преданность, вера и настойчивость даже в самых сложных ситуациях станут ключом к открытию этих волшебных моментов. Вы доверили мне свой путь, и теперь пришло время пожинать плоды этого доверия. Аминь. Бог напоминает вам, что терпение – это добродетель, которую мы должны развивать, особенно в трудные времена. Когда мы хотим пожаловаться, мы можем набраться терпения и попытаться понять цель нашей нынешней ситуации. Такое изменение отношения во многом облегчит боль от постоянных жалоб. Ангелы просят вас взглянуть за рамки своих обстоятельств и увидеть будущее мира и счастья. Они побуждают нас сознательно решать, как реагировать на жизненные вызовы, предпочитая надежду и оптимизм отчаянию и жалобам. Помимо улучшения качества нашей жизни, эта возможность также может уступить место другим. Бог говорит, что ответственность тех, кто замышляет злые дела против невинных и праведников, велика, а их духовные последствия ужасны. Это учит нас тому, что зло, возникающее в результате таких махинаций, затрагивает не только тех, кто непосредственно пострадал, но также отражается на духовной ткани, воздействуя на исполнителя таких действий на уровне, выходящем за пределы земной жизни. Ангелы говорят, что заговор на создание боли и страданий – это отражение ухода души от своего естественного света. Они побуждают нас задуматься о причинах, по которым кто-то так сильно отклоняется от правильного пути, и мы посылаем свет и молитву этим душам, чтобы они нашли путь к спасению.
Бог велел вам напомнить, что надежда есть всегда, даже в самые мрачные времена. Эта надежда заключается в вашей способности воссоединиться со своей верой и духовной идентичностью. Бог всегда готов предоставить средства выздоровления и исцеления тем, кто пытается вырваться из рабства зависимости. Пишите 12 часов 31 минута. Как вождь всего сущего, я приказываю тебе, обойди сильные ветры, кружащиеся вокруг твоего разума. Шепот о проблемах и угрозах, которые пытаются отвлечь вас от пути к успеху, исчезнет. Убедитесь, что ваша вера непоколебима, а ваши достижения являются доказательством вашей силы. Аминь. Дитя мое, говорят ангелы, и их голоса повторяют послание обновления и перемен. Оно напоминает нам, что каждый день – это новая возможность выбирать разные пути, которые уводят нас от старых привычек и приближают к полноценной жизни и цели. Это постоянное приглашение переоценить наши приоритеты и сосредоточить силы на том, что имеет значение. Ангелы утешают тех, кто становится свидетелем чужих страданий, напоминая им, что страдания, которые они видят, можно обратить в благотворительность. Благодаря этим изменениям мы будем больше ценить жизнь и постараемся жить с уважением к своей жизни и жизни других. Бог напоминает вам, что понимание и мудрость часто приходят из трудных переживаний. Осознание потери открывает нам глаза на реальность непостоянства и хрупкости жизни, вдохновляя нас жить более целенаправленно и принимать более мудрые решения. Бог сказал вам, что тщательное терпение является важной добродетелью для любого успеха, включая власть. Обращение к нам может привести к принятию плохих решений с долгосрочными последствиями. Бог советует нам не торопиться, развивать мудрость и действовать внимательно по отношению к другим. Ангелы утешают тех, кто чувствует, что им приходится бороться за власть, напоминая им, что более ценно заслужить честь добрыми и справедливыми делами, чем силовыми тактиками. Они побуждают нас искать лидерство, которое объединяет и возвышает, а не разделяет и доминирует. Бог сказал вам предупредить вас, что обещания жестоких злых сил обманчивы. Это устройства, предназначенные для привлечения и ловли насекомых, которые питаются только темнотой. Бог просит нас быть верными Его учениям и искать спасение через позитивные и любящие действия. Оставьте комментарий решетка 7358 ниже и позвольте мне принять решение на сегодня. Вы находитесь на пороге эпохи удивительных чудес, которые повлияют на вашу жизнь и жизнь тех, кого вы любите. Ваша стойкость, непоколебимая вера и непоколебимая преданность даже в самые трудные времена были неоценимы. Аминь. Ангелы утешают тех, кто был обманут надеждой на власть или благосклонностью злых существ, напоминая им, что еще не поздно искать спасения. Они предлагают защиту и руководство всем, кто желает освободиться от этого влияния и внести свет в свою жизнь. Бог велел вас предупредить, что даже в самых трудных ситуациях есть возможность проявить величие Духа. Вместо того, чтобы чтить чью-то смерть, мы можем обратиться к Нему, предложить поддержку или просто выразить свое почтение. Эти действия отражают нашу истинную природу как духовных существ. Ангелы утешают нас, говоря, что мы не одиноки, когда переживаем утрату или перемены из-за чьей-то смерти.
Они всегда рядом с нами, предлагая руководство и защиту, напоминая нам, что каждое событие в нашей жизни – это возможность проявить любовь и сострадание. Ангелы говорят, что чувства в конце отношений иногда могут быть сильными и болезненными, но они могут многому нас научить о себе. Они советуют нам задуматься над тем, чему нас научили каждые отношения, хорошие или плохие, и использовать эти уроки для обогащения будущих человеческих отношений. Дитя мое, помни, что конец любви – это не конец самой любви. Каждые завершающиеся отношения готовят нас к будущим отношениям, помогая нам лучше понять, что нам нравится и чего мы хотим в наших партнерах. Признание счастья и печали делает нас более целостными и сострадательными. Бог напоминает нам, что у каждого из нас есть уникальная роль в этом мире, и не все роли связаны с руководящими армиями или крупными правительствами. Самые мощные действия – это те, которые остаются незамеченными, но помогают построить более сильное и справедливое общество. Ангелы просят нас задуматься о долгосрочных последствиях наших действий. Они побуждают нас тщательно задуматься о том, как наши желания влияют на других и на нас самих. Стремление к власти должно быть не самоцелью, а средством достижения более великой цели, которая принесет пользу всем, а не только нам самим. Это путь к истинному величию. Дитя мое, помни, что жизнь – это зеркало, отражающее не только то, что мы делаем, но и то, чего мы хотим для других. И если вы уважаете страдания других, приготовьтесь столкнуться с такими же страданиями, потому что именно так Вселенная учит нас состраданию и любви к другим. Празднование чужой боли – это ловушка, которая ведет только к еще большей боли. Мое дорогое дитя, я архитектор всего творения – неба, земли, воды, гор, солнца и звезд. Мое присутствие остается с вами, предлагая руководство, утешение и защиту. Помни, что ты занимаешь особое место в моем сердце и что моя любовь к тебе безусловна. В золотые годы твоей жизни я здесь, чтобы быть маяком надежды, но уже слишком поздно, чтобы произошло чудо. Представьте, что вы держите меня за руку и ведете через бескрайний сад, где каждый шаг – это надежда на счастье, а каждый вздох – это шепот процветания. Представьте себе место, где монеты в вашем кармане волшебным образом удваиваются, чтобы компенсировать все потери. В этом путешествии вы увидите рассвет и темную ночь, то, что за углом, то, что жаждет вас удержать. Поверьте, словно два старых друга, сидящих рядом, существует сила, более могущественная, чем мы, которая бережно ткет гобелен радости из нитей прошлой печали. Представьте, что двери возможностей украшены золотом возможностей, в которые вы никогда не осмелились войти. Представьте себе жизнь, в которой каждый день преподносит вам сказочный сюрприз. Грядущие новости станут мелодией, которая поднимет ваш дух, обогатит ваши отношения, укрепит ваше здоровье и наполнит вас благословениями. Ожидайте перемен в своих финансах, улучшения отношений, скачка в карьере и улучшения здоровья. Повторите вместе со мной эти слова, как припев вашей любимой песни «Я благодарен за то богатство, которое у меня есть, и очень рад его принять». Пусть в этом году божественный резервуар благословений переполнит вас, исцелит ваши раны, поможет вам в ваших испытаниях, защитит вас и направит вас. Процветание вливается в вашу жизнь с легкостью реки,
принося бесконечное изобилие. Вы находитесь на пороге перемен, где ваши неудачи превращаются в триумфы, что является доказательством того, что вы никогда не одиноки. Божественное присутствие – ваш постоянный спутник, сражающийся за вас, поворачивающий ситуацию в вашу пользу и наполняющий ваши дни миром и радостью. Это ваше время вернуть то, что было отнято, и получить благословение, которого вы никогда не знали. Представьте, что лучшее еще впереди. Возможно, работа вашей мечты, романтические отношения или достижения, которое изменит вашу жизнь. В это время изобилие благодарность будет вашим компасом, который поможет вам всегда знать, откуда приходят ваши благословения. Знайте, что по прошествии нескольких месяцев вы тоже станете сильными, благословенными, уверенными в себе, здоровыми и умиротворенными. Пусть сегодняшние вызовы станут завтрашними победами. Пусть Бог утешения будет с вами, оберегая вас и обеспечивая вашу безопасность в любую бурю. Год представлен как время исцеления, сезон возможностей для роста, финансовых достижений и дверей, открытых для путей вашей мечты. Освободите себя от оков страданий, пусть вчерашние слезы станут завтрашней радостью, а каждая борьба – фундаментом, полным благ для будущего. Ближайшие месяцы обещают много благословений, возможностей и счастья. Будь то работа, о которой вы всегда мечтали, финансовое благополучие, машина вашей мечты или поиск настоящей любви, все в ваших руках. На этой неделе приготовьтесь к серьезным улучшениям в здоровье, карьере, бизнесе, отношениях и финансах. Это время обильной и безграничной любви, полное чудес и благословений. Их притягивает к вам магнетически, и вы верите, что эта новая неделя будет полна радости, незабываемых моментов, необыкновенных людей и необыкновенных достижений. Проснувшись завтра, приготовьтесь получить хорошие новости, которые звучат как сон. Приготовьтесь к сюрпризам, которые наполнят вашу жизнь любовью и изобилием. Заботы и переживания сменяются здоровьем, счастьем и покоем. Сегодня я с верой заявляю, что перед вами не будет никаких препятствий. Любовь, богатство и здоровье найдут вас и наполнят ваше сердце неописуемой радостью. Заглядывая в будущее, можно увидеть много перспектив. Проблемы приходят, они являются частью пути, однако, несмотря на все препятствия, есть надежда на победу. Отныне ваше путешествие будет больше, чем просто выживание. Речь идет о росте, от трудностей к комфорту, от неуверенности к уверенности, от болезней к здоровью, от дефицита к изобилию. Это только ваш долг – верить в невиданное и надеяться на лучшие дни не как на сон, а как на реальность. Ваша вера активирует мою силу и изменит вашу жизнь за пределами вашего воображения. Путь вперед ясен, освещен светом моей любви и уверенностью в моем обещании. Ты не уйдешь из этой жизни, они здесь, чтобы оставить наследие веры, надежды и любви. Я надеюсь, что это время обновления, время видеть красоту каждого дня, распознавать благословения в мелочах и понимать, что ваша история является частью великого Божьего плана. Примите это время в своей жизни, потому что оно полно надежд и потенциала. Отпустите несправедливость прошлого, сохраняйте надежду и идите с верой, зная, что я всегда с вами. Давайте вместе вознесем наше сердце в молитве,
Небесный Отец, мое сердце наполнено благодарностью за изменяющие жизнь благословения, которые приходят ко мне. Моя вера в ваши планы на мое будущее непоколебима. Я даю тебе контроль над своим разумом, волей и эмоциями. Твоя щедрость открыта. Дай мне силы быть сосудом благословения для других. Покажи мне, как разумно инвестировать свое время, таланты и ресурсы, чтобы воодушевлять окружающих и прославлять Твое имя. Ангелы, посланники небес, постоянно напоминают нам о том, как важно учитывать долгосрочные последствия наших действий. Это побуждает нас задуматься о том, как наши желания влияют не только на нас самих, но и на окружающих. Стремление к власти должно быть не самоцелью, а большей целью, приносящей пользу всему человечеству. Развитие сострадания и любви к другим занимает центральное место на пути к истинному величию. Дорогое мое дитя, как Создатель всего, от небес до земли и между ними, я уверяю тебя, что ты не одинок в этом путешествии под названием «Жизнь». Мое присутствие постоянно окружает тебя, направляет, утешает и защищает на пути. Ты мое самое драгоценное существо, и моя любовь к тебе безусловна и вечна. Во времена тьмы я здесь, чтобы быть вашим светом, напоминать вам, что всегда есть надежда и что чудеса все еще могут произойти. Представьте, что я держу вас за руку и веду вас. Каждый ваш шаг в моей компании – это слово счастья, и каждый вздох – это шепот процветания. На этом пути каждая потеря, которую вы потерпите, будет вознаграждена чем-то большим, а каждое испытание станет возможностью расти и учиться. Рассвет – это рассвет после самой темной ночи, что-то прекрасное ждет за углом, жаждет обнять тебя и понести вперед. Представьте себе мир, в котором вы широко открываете двери возможностей, открывая вымощенные золотом пути безграничного потенциала. Каждый день здесь – это захватывающее приключение, полное чудесных сюрпризов, которые наполнят ваше сердце благодарностью. Это похоже на жизнь в собственной сказке, где мечты сбываются и волшебство повсюду. Новость, которую вы скоро получите, будет небесной музыкой, которая поднимет вам настроение и во всех отношениях обогатит вашу жизнь. Ожидайте множество благословений, которые изменят ваше здоровье, отношения, карьеру и финансы. Обратите внимание на эти блага и примите их с благодарностью и радостью, зная, что они исходят из руки любви и доброжелательства. Этот Новый год ждет вас с множеством божественных благословений, которые исцелят ваши раны, укрепят ваши эмоциональные связи и приведут вас к светлому будущему, полному возможностей. Процветание естественным и обильным потоком войдет в вашу жизнь, принося радость, целостность и удовлетворение. Вы находитесь на пороге глубокой трансформации, когда ваши проблемы превращаются в триумфы, а ваши самые большие мечты сбываются. Пришло время попросить то, что подходит именно вам, и открыть свое сердце бесконечным благословениям, которые вас ждут. Думайте о будущем светло и оптимистично, зная, что я буду с вами на каждом этапе пути, направляя, защищая и благословляя вас своей безусловной любовью. Я надеюсь, что это время обновления и роста, когда каждое испытание – это возможность расти и учиться. Доверься мне, дитя мое, и вместе мы будем плыть по водам жизни и с мужеством и решимостью справимся с любым испытанием.
У вас есть возможность изменить свою жизнь и свое будущее, принеся успех, счастье и удовлетворение. Пусть моя любовь будет с тобой, куда бы ты ни пошел, и пусть мои благословения сопровождают тебя, куда бы ты ни пошел. Я с тобой сегодня и всегда, всегда направляю и защищаю тебя. Поверьте мне, вместе мы достигнем вершины величия и самореализации. Это будет. Аминь. Дело, которое вы начали в своей жизни, будет завершено. Любая полученная задержка будет компенсирована невероятно пустыми моментами. Вас захлестнет новая волна радости и вдохновения, предвещая наступление времени божественной благодати и чудес. В трудные времена откройте свое сердце для молитвы и поделитесь со мной своими нуждами. Развивайте в себе дух благодарности за все, что вы уже сделали. Вы будете поражены тем, как быстро благословения могут появиться во всех сферах вашей жизни, будь то умственная, физическая, духовная, эмоциональная или финансовая. Сегодняшний день знаменует собой начало великой главы в истории, которая смутит ваших врагов и наполнит ваш мир неописуемой радостью. Ты сокровище, и моя любовь к тебе не знает границ. Дорогое дитя, подготовь свое сердце к чудесному излиянию благословений на горизонте. Вы и ваши близкие купаетесь в божественном изобилии, когда небеса открываются и наполняют вас беспрецедентной добротой. Будьте готовы к тому, что в этом месяце упадет ветер, который принесет в вашу жизнь богатство, здоровье, счастье и радость. Ближайшие дни обещают быть необычными и приведут к сезону необычайной любви и процветания. Ваше финансовое положение, духовный путь и романтические отношения претерпевают чудесные изменения. Оставайтесь со мной до конца, и вы станете свидетелем того, как в вашей жизни произойдет волшебство. У меня есть сила превратить ваши печали в радость, ваши слабости в силу и ваши печали в радость. Выразите благодарность за те многочисленные благословения, которые были дарованы вам, и вы начнете видеть, как перед вами разворачиваются чудеса, изменяющие вашу жизнь. Дорогие друзья, давайте еще раз объединим наше сердце в молитве. Небесный Отец, я очень благодарен за работу божественной любви, которая привела Иисуса в мир для моего спасения. Твоя милость, доброта и благость окружают меня. Ваша любовь не знает равных. Прошу вашего благословения во всех сферах моей жизни. Давайте провозгласим вслух эту непоколебимую веру. Непоколебимая поддержка Бога будет окружать меня и мою семью. Мы в безопасности в Боге, который является нашим помощником. Послание об изобильной жизни – это напоминание о том, что вы обязаны жить жизнью, наполненной радостью, любовью и изобилием. Это божественное обещание, что ваши дни будут наполнены радостью, а ваши руки будут творить чудеса. Вы вступаете в сезон, когда небеса откроются, чтобы излить благословение на каждый аспект вашей жизни, гарантируя, что ваши потребности не только будут удовлетворены, но и превзойдены. Щедрость Господа не знает границ. Подумайте о небесах, которые принесут процветание на вашу землю, благословят дело ваших рук и наполнят вашу жизнь изобилием. Подтвердите в этот день: мое сердце открыто и готово принять любовь, исцеление и благословение, которые мне причитаются. Моя семья будет исцелена, и в наше время величайшей нужды произойдут чудесные финансовые чудеса.
и все это во благословенное имя Иисуса. Многие из вас сталкиваются с проблемами тревоги, замешательства и беспокойных ночей. Моя цель – превратить вашу тревогу в ясность, ваше замешательство в понимание, а ваши беспокойные ночи – в мирный отдых. Я вызову дождь с неба, пролью благословение на ваше поле и залью плоды вашего труда. Ваша жизнь снова расцветет, ваша карьера станет богаче, а любовь вернется в ткань вашей жизни. Сегодня я решаю освободиться от греха и всем сердцем принять Твою благодать. Господь, Твое дыхание наполняет наши легкие, и каждый новый день – это бесконечное свидетельство Твоей благодати и любви. Я обещаю вам и вашим близким благословение, включая успех, изобилие и здоровье. Все, что нужно, это ваша вера в мой божественный план, чтобы сохранить веру в то, что я никогда не оставлю вас. Ожидается, что предстоящая неделя откроется чудесными чудесами, захватывающими новостями, важными достижениями и множеством благословений. Рассмотрим библейскую историю о 10 прокаженных, которых исцелил Иисус. Он вернулся один, чтобы выразить свою благодарность, и получил заверение Иисуса: «Встань, иди. Вера твоя спасла тебя». Этот рассказ передает глубокую истину. Благодарность – это ключ к обретению великих благословений. Возлюбленные, знайте следующее: никакое оружие, независимо от его формы и назначения, не сможет победить вас. Испытания и невзгоды, с которыми вы столкнетесь, заставят вас чувствовать себя разочарованными, беспомощными и побежденными. В вашей жизни вот-вот начнется новая глава счастья, любви и гармонии, и я готов наполнить вас изобилием. Встречайте это время года с радостным сердцем, потому что оно полно благословений. Боль, которую вы чувствуете сейчас, временно, чудо, которое вас ждет, вытрет ваши слезы и заменит их смехом. На горизонте бесчисленные благословения, которые вы даже не могли себе представить, готовые украсить вашу жизнь. Вас ждут необыкновенные гранты и возможности, каждая из которых является свидетельством моей любви и силы. И помните, что я, всемогущий, всегда присутствую, ваш защитник и наставник, ведущий вас к победной жизни. Повернись ко мне, когда разразятся жизненные бури. Я буду вести тебя в темноте, буду твоим светом надежды в отчаянии и утешу тебя во времена боли. Мое исцеление касается не только вашего тела, но и сердец ваших близких, принося мир и благополучие. Мои слова бесповоротны, мои слова истинны. Во мне вы найдете утешение, поддержку и руководство. Иди рядом со мной, и одиночество будет тебе чуждо. Нюхрайзернс приглашает вас в это путешествие веры. Вы освободитесь от оков нужды и пойдете по пути изобилия и благодати. Словами было создано творение, тогда подумай, что я могу сделать с твоей жизнью. Благословенно милосердное сердце Господа нашего Иисуса Христа, источник утешения и надежды. В Его имени вы обретите облегчение от своих забот и силы противостоять испытаниям. Примите это заверение, и я сделаю все, что вы попросите, во имя Мое. Я рад ответить на ваши молитвы и удовлетворить желания, которые движутся внутри вас. Пусть ваши молитвы достигнут небес, и я протяну руку, чтобы поднять вас из глубин.
Ты никогда не будешь одинок благодаря моему постоянному присутствию в твоей жизни. Будущее, которое я запланировал для вас, это палитра, полная благословений всех цветов. Пусть чудеса произойдут и заставят вас трепетать перед моей добротой и верностью. Отпустите свои страхи, беспокойство и бремя. Отдайте их мне, и вместо них я дам вам мир, любовь, исцеление и множество благословений. Верьте в ход моего божественного плана. Я делаю потрясающую закулисную работу для вашей жизни. С наступлением каждого нового дня ожидайте чудес, призванных снять тяжесть с ваших плеч. Ваше благословение не знает границ. Они больше, чем звезды на ночном небе. Сила моего слова в Библии в ваших руках. Поверь в реальность и увидишь, как я оживаю в твоем мире. Ибо я податель жизни вечной, храни завет мой изо всех сил. Хотя грех приводит вас к отчаянию, мой дар – жизнь, полная надежды через Господа нашего Иисуса Христа. Детка моя, я счастлива с тобой, и моя любовь к тебе не знает границ. Я надеюсь благословить вас и увидеть, как вы растете во всех сферах вашей жизни. Знайте, что мой план для вас полон надежды. Я готов восстановить ваше здоровье, восстановить ваши финансы и исцелить ваши отношения, и все это во имя могущественного Иисуса. Вас окружает небесный хранитель, ангелы наблюдают за вами, дарят вам радость, когда вы унылы, и дают вам силы, когда вы устали. Это божественная гарантия, что вы не пойдете один. Каждый ваш шаг направляется силой безусловной любви. Подумайте об этих 4 столпах Божьей истины. Даже когда кажется, что пути нет, для вас будет открыт путь. Ваши битвы происходят в невидимых местах. Молитва – ваш самый мощный инструмент, и время всегда идеально в божественном плане. Когда кажется, что вера – это все, что у вас осталось, тогда начинают происходить чудеса. На этой неделе приготовьтесь к обильным божественным благословениям, возможностям для роста, исцеления и изобилию добра. Буря прошла, и вы вступаете в сезон здоровья, процветания и счастья, окруженного божественной любовью. Бог превратит вашу печаль в танец, ответит на ваши самые глубокие молитвы и проведет вас через год трансформации, роста и чудес. Это момент нового начала, время принять новые возможности с распростертыми объятиями. Небесные посланники подчеркивают важность сохранения достоинства и уважения опыта других. Хотя чья-то смерть может принести временное облегчение, важно сосредоточиться на том, чтобы прокладывать свой собственный путь с позитивными и щедрыми мыслями, а не получать удовольствие от проблем других людей. Небесные существа утешают тех, кто чувствует тьму вокруг себя, напоминая им, что время для тьмы не длится вечно. Это побуждает нас продолжать искать свет, потому что после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Бог напоминает нам, что истинная сила заключается в способности выбирать свет, когда приближается тьма. Это побуждает нас быть светом для других, выводя нас из тени к ясности и миру. Создатель научил нас, что, хотя ложь может причинить страдания, она также преподает нам важные уроки о вере, истине и справедливости. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на боли, нам нужно посмотреть, как мы можем вырасти и стать сильнее благодаря этому опыту.
Ангелы просят нас сохранять надежду и доверие к божественному порядку вещей. Мы верим, что истина – мощный союзник, и с терпением и верой мы разоблачаем ложь и восстанавливаем справедливость. Эта вера может поддержать и направить нас в самые мрачные времена, вызванные махинациями наших врагов. Бог предупреждает нас, что тьма всегда вокруг нас, скрываясь, как тень, у наших ног. На каждом перекрестке у нас есть выбор – обратиться к свету или поглотить тьму. Истина и добро побуждают нас выбирать освященный путь, даже если тьма кажется трудной. Небожители уверили нас, что хотя тьма окружает нас постоянно, каждый из нас обладает внутренним светом, необходимым для рассеивания любой тени. Нас призывают укреплять этот свет молитвой, любовью и добротой, чтобы мы могли ясно видеть путь. Бог учит нас силе прощения для преодоления зависимости. Прощение себя за наши неудачи и ошибки имеет важное значение для восстановления нашей самооценки и уверенности в себе. Этот акт сострадания позволяет нам осознать себя милыми существами, способными преодолеть большие трудности. Ангелы утешают нас, напоминая, что мы не одиноки в своей борьбе. Они идут рядом с нами, предлагают поддержку и понимание и побуждают нас искать поддержки у нашего сообщества, друзей и семьи. Разделение нашего бремени и опыта может стать важным шагом на пути к исцелению и личностному росту.